Я приветствую вас, дорогие абитуриенты. Мы очень рады, что вы выбрали нашу программу «Языки и литература межкультурной коммуникации». Я руководитель этой магистерской программы, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Хайруллина Райса Ханифовна. Сегодня я с вами проведу консультацию о том, как успешно выдержать вступительные экзамены. Прежде всего о процедуре экзамена. Для того, чтобы пройти идентификацию, вам необходимо пройти в свой личный кабинет. Вы уже там были. И поменять, пройдя по ссылке, временный логин и пароль на свой собственный, для того, чтобы получить доступ к тестовым заданиям. Пожалуйста, заранее проверьте вход в свой личный кабинет и исправность вашей техники компьютера, вход в интернет, для того, чтобы не было технических сбоев. К тестовым заданиям доступ по отдельному логину и паролю. Не забывайте это. И все экзамены, которые вам предстоит сдавать, все это будет, для этого нужно будет использовать этот логин и пароль. Тестовые задания будут доступны для вас 10 августа с 10 утра до 18 часов вечера. Вы можете войти, получить доступ к этим тестовым заданиям в течение всего дня, но вам дается только одна попытка. И в течение часа вы должны выполнить 25 тестовых заданий, которые будут вам предложены. Вступительный экзамен состоит из двух частей. Это комплексный экзамен. Во-первых, это тестовые задания, 25 тестовых заданий, которые вы должны выполнить за 1 час, и портфолио. Портфолио вы сдаете вместе с документами в приемную комиссию, и предметная комиссия проверяет ваше портфолио и оценивает его еще до проведения тестирования. Что входит в портфолио? В портфолио входят благодарственные письма за ваше участие в каких-то мероприятиях, ваши публикации, ваши сертификаты об участии в каких-то мероприятиях, научных конференциях, программы научной конференции и так далее. То есть то, что подтверждает ваш научный и социальный статус. Далее. Комплексный экзамен оценивается по 100-бальной шкале. 100 баллов – это максимальные баллы, которые вы можете получить на вступительных экзаменах. Оценивается отдельно портфолио и выполнение тестовых заданий. Второе – содержание экзамена. Что же будет вам предложено в тестах, которые вы должны будете прорешать? Вам предлагается выполнить 25 тестовых заданий, целью которых является проверка ваших знаний по русскому языку, по лингвистике в целом, по русской культуре и по русской литературе. Какие общие темы вы должны повторить для того, чтобы успешно выполнить эти тесты? Русский язык в России и в мире. Но вы прекрасно знаете, какова роль русского языка в мире, что русский язык является международным языком, служит языком-посредником. Языки народов России. Вы прекрасно знаете, что много народов различных проживает на территории России дружной семьей. Какие-то народы, иногда нужно будет в тесте ответить на этот вопрос. Языки народов мира. Это иностранные языки, которые мы с вами изучаем. И те, кто закончил, например, факультет иностранных языков, тоже обладают общелингвистическими сведениями, но и еще знают о других мировых языках, о языках народов мира. Некоторые теоретические вопросы по русскому языку – это фонетика, лексика, грамматика. То есть то, что вы изучали в школе и в вузе, если учились на филологических факультетах. Русская литература. Основные знания по русской литературе, по литературоведению. Это роды и жанры литературы. Основные этапы развития русской литературы от устного народного творчества до современности. Это знание программных литературных произведений, их героев, персонажей. Это знание стихотворных размеров.
Ну и также будут тесты на знание таких общих вопросов по русской культуре. Например, знание каких-то отдельных пословиц, поговорок, сказочных персонажей, вопросы, связанные с языком, историей, культурные события в истории России, ну и так далее. Подробная программа вы можете подробно ознакомиться с этой программой на сайте приемной комиссии БГПО имени Акмуллы, где дана вся программа и теоретические, и практические вопросы, образцы тестов, которые будут вам предложены. Вот для того, чтобы не быть голословным, давайте разберем с вами несколько тестов. Например, задание такое. Важным для миропонимания русского народа является понятие, связанное с ландшафтом: горы, море, пустыня, поле. Конечно, вы знаете, что исконным занятием русского народа было земледелие. И поле – понятие очень важное для русского человека, потому что даже жизнь сравнивает русский человек с полем. Жизнь пройти, не поле перейти. Выбираем вариант поле. Второй вопрос. Русским сказочным образом является Буратино, гном, Иван-Царевич, Шурале. Ну, вы хорошо знаете, что Буратино – это переводная сказка, гном – это персонаж европейских сказок, Шурале – это персонаж татарских сказок. И выбираем вариант Иван-Царевич. Третье задание. Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина по жанру является пьесой, романом, поэмой, драмой. Но вы знаете роль Пушкина в формировании и демократизации русского языка, и что Евгений Онегин является романом в стихах, потому что он эпическое произведение. Выбираем роман. Четвертый вопрос, общекультурный. Социальная функция языка заключается в том, что он обслуживает коммуникацию отдельных людей, семьи, отдельных социальных групп людей, всех членов общества. Но, конечно, вот в этом вопросе нужно обратить внимание на полноту и широту ответа. Языком пользуются все люди Земли, независимо от их национальности, независимо от того, где они проживают. И, конечно, мы выбираем ответ всех членов общества. Как решать тест? Для того, чтобы правильно решить тестовое задание, не нужно торопиться. Нужно внимательно прочитать все ответы на это тестовое задание. И не выбирать как правильный первый сразу ответ, если он вам кажется верным. Потому что ответ должен быть полным, научно обоснованным. Вполне возможно, что тот ответ, который вам показался правильным, он будет неполным. Вот как в последнем тестовом задании. Да, язык обслуживает и семью, и отдельных людей, и социальные группы, но все они представляют собой общество. Поэтому последний ответ на тестовое задание будет полным, научно обоснованным. Его и нужно выбирать. Если у вас возникли какие-то вопросы, то вы можете написать в день консультации по следующим контактам. Это телефон 8 927 238 00 51. Или в WhatsApp, или SMS обычным. Или на электронную почту rajhan@mail.ru. Я желаю вам успехов, хорошо сдать вступительное испытание и стать нашими магистрантами. Удачи вам и счастливого